Мы сейчас находимся в парке, историческом парке «Моя Россия, моя история», и мы продолжаем тему «Динозавры в Якутии есть». И опять с нами, рядом со мной, Павел Петрович Кучас, доктор биологических наук. Если правильно, это еще проще называть Санкт-Петербургского государственного университета. Да, университет, совершенно верно. И сейчас идет как раз презентация. Показали небольшой отрывок фильма, который будет сделан, да. Но здесь есть уникальная вещь. Вы привезли с собой те находки с динозавров, которые были сделаны в Сунтарском районе. Я правильно понимаю? Отчасти, да. А можно про них рассказать? Вот то, что выставлено здесь на витрине, это находки, сделанные в предыдущие года в экспедициях, возглавляемых Петром Николаевичем Колосом. Эти находки были сделаны с 2002 по 2012 год. Почему всегда проходит достаточно большое количество времени между обнаружением костей и их изучением? Потому что древние кости, они хрупкие, зачастую они разломаны, зачастую они покрыты породой. И то, что мы здесь видим, это уже склеенные, очищенные кости. Мы не могли бы вот, буквально за один день, а мы вернулись сегодня утром. Вот. Да. Поэтому... Сколько здесь получается лет? 10? Это часть коллекции, которая собиралась в течение 10 лет. То есть самые, наверное, представительные. Вот вы приехали оттуда, да, и получается вот по таким кусочкам вы собирали тоже, да? Совершенно верно. И сейчас, например, материал, который мы сейчас обнаружили, он похож на пазл. Есть часть кости, завернутая в бумагу, часть кости той же самой, тоже завернутой в бумагу. Предстоит собрать все это по кусочкам, склеить, и тогда мы увидим полную кость. Ну а до этого еще много работы препараторской. Если Петр Николаевич вот это сделал, да, вот хотелось бы немного пояснить, вот это хвостовой шип стегозавра. Совершенно верно. Стегозавр у нас был это хищник, да? Нет, это наоборот растительноядный динозавр с небольшой головой, но вот по сути дела вот родственник, это группа стегозавров, то, что вот у меня на майке, это маленькая голова, шипы или пластины на спине, и самое важное, раз это растительноядный динозавр, ему нужно было защищаться от хищников. Вот как раз шипы – это функция защиты. Вот такими шипами он защищался от хищных динозавров, которые на него нападали. А вот там следующее у нас, да, а можно, вы тоже такие сейчас находки нашли, которые здесь представлены? Частично, да, то есть были обнаружены дополнительные позвонки, ребра этих стегозавров, кроме этого обнаружены кости конечностей, зубы, но каждый год он уникальный. Каждый год что-то находится новое. Например, Петр Николаевич в своих экспедициях нашел совершенно уникальную когтевую фалангу, коготь, по сути дела, хищного динозавра. Вот. Да, вот хищника. Коготь от чего, кстати? От конечности передней, скорее всего. Вот. Ну, а это может быть летающий? Нет, это хищный динозавр, но эта группа называется тероподы, которые относились и тираннозавр Рекс. Но тираннозавр был позже. Вот. Это надо еще выяснять, собственно говоря, какие хищные динозавры там жили. Для этого нужно изучать в том числе и зубы. Но в этом году мы нашли несколько интересных находок, в том числе и черепную кость. Нам предстоит ее еще очистить, посмотреть, какому динозавру она принадлежала. Может быть, это будет находка черепной кости хищного динозавра, и это даст новую информацию. На самом деле, между экспедицией и научными результатами всегда проходит несколько месяцев. Может, года, нет? Иногда годы, да, но мы постараемся сработать быстро, вот, потому что в современном мире, нашем ускоренном, чем быстрее обработан материал, чем быстрее выйдет конечный научный продукт, а конечный научный продукт – это научная публикация в международном журнале. Мы вынуждены, даже не вынуждены, плохое слово, это наша почетная обязанность изучать, публиковать научные статьи, и когда статьи опубликованы, об этом знает научная общественность, и проще, например, получать дальнейшее финансирование на дальнейшие поиски. А однозначно продолжать поиск динозавров в Якутии, работу не только в ТЭТ, но и по окрестностям, то есть в Сунтарском улусе, может быть, и в других местах что-то будет обнаружено, однозначно надо. То есть нужна все-таки помощь местных жителей, могут подсказать это что-то, да? Да, совершенно верно. Без помощи мы ничего не сможем сделать. Как раз в
в предпоследний, можно сказать, день экспедиции, вчера, когда мы уже ехали в аэропорт, мы еще не знали, что рейсы отменили, что нам придется всю ночь добираться на маршрутках, один из местных жителей передал нам фрагмент позвонка. Но это оказался не динозавр, это оказалась древняя морская рептилия, плезиозавр, который с длинной шеей, вот прообраз лохнесского чудовища. Соответственно, если бы этот местный житель не нашел это, не передал бы нам, об этой находке ничего бы не было известно. Сколько таких находок сделано местными жителями, вот представить себе сложно. Я надеюсь, что вот будут обращаться и в Русское географическое общество, и к ученым в университетах, в институтах. И тогда, мне кажется, новые находки всплывут, и будет много местонахождений динозавров не только в ТЭТ, но и в других частях. А я вот хотел бы еще узнать, все-таки сенсация есть. Многие меня спрашивают, о чем мы в прошлой передаче говорили. А я говорю, что она есть, да? Сенсация на самом деле есть всегда, потому что любая находка костей динозавров и тех животных, которые вместе с ними жили, она уникальна. Ведь сколько усилий, например, тратится, сколько лет потрачено на то, чтобы собрать эту небольшую коллекцию. Каждая новая кость, которая дает новую информацию, уникальна. Может быть, опять же, точно я смогу сказать через несколько месяцев, было обнаружено новое млекопитающее. Не динозавр, а то создание, которое жило вместе с ними, но это нужно еще подождать. Поэтому между точными сенсациями и окончанием экспедиции тоже будет небольшая задержка. Но по ощущениям сенсации будут. Так, дорогие друзья, мы прощаемся, ждем сенсации, я правильно понимаю? Ждем, конечно.